Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 23 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Достанем карту на отношения, на работу, на финансы и итог дня. Выпадает у нас карта старшего аркана Иерофант, а это значит, что сегодня у нас день очень важный, который мы должны прожить, знаете, вот исходя из своих собственных ценностей, да. То есть очень важно сегодня, может быть, ответить себе на вопрос, что для меня действительно важно, насколько важна моя семья, мои близкие, тем ли делом я занимаюсь, в общем, так ли я развиваюсь, свое предназначение, да, развиваю и так далее. То есть очень важные вопросы, которые, знаете, вот нас наводят на мысль о духовности нашей жизни, да, не только о том, что мы едим, во что одеты и так далее, да, а вот именно что важного вообще мы в этой жизни сделали. Или будут ситуации, когда вот эти вопросы будут сами всплывать. Также эта карта говорит о том, что, может быть, будут какие-то вопросы, связанные со старшими родственниками, с людьми уважаемыми. Если это работа, то может быть начальство в коллективе, да, либо люди, которых все уважают, к совету которых прислушиваются. Может быть, нам нужно будет спрашивать действительно совета у тех людей, которых мы уважаем. Может быть, это время, когда хорошо провести какие-то обряды, да, то есть это может быть крещение, это может быть венчание, или может быть мы сами хотим какие-то обряды провести для себя, там на денежки, допустим, да, на увеличение денег, на здоровье и так далее. Хорошее время для этого. Что будет помогать? Будет помогать двойка мечей. То есть карта говорит о том, что не нужно держаться за какие-то убеждения, которые нас разводят с другими людьми, да. Ну, допустим, у моего близкого человека одна позиция по какому-то важному вопросу, у меня другая. И вот мы можем спорить по этому поводу, да, расходиться во мнениях, ссориться и так далее. Вот карта говорит о том, что этого делать не нужно. Нужно сегодня разделять точку зрения другого человека, стараться быть открытыми, стараться быть восприимчивыми, да, вот допускать мысли, что мы можем ошибаться, что мы можем быть неправы. И, может быть, через какое-то время мы это поймем, да, а отношения будут уже испорчены. Кроме того, вот двойка мечей – это карта, связанная с близким окружением, да, это не только наша семья, наши дети, допустим, да, это и люди, с которыми мы вообще просто часто общаемся, вот с ними тоже желательно нам сегодня не спорить, не ссориться, и, может быть, желательно быть человеком таким, ну, может быть, немножечко скрывать свои чувства, да, может быть, не все высказывать, что мы думаем, да. Вообще у нас двойка – это карта, знаете, открытых дверей, да, то есть когда мы вот не жестко стоим на каком-то своем, да, мнении, на какой-то позиции, а когда мы допускаем, что может быть что-то не так, как мы думаем. То есть, ну, вот это очень важно. Что будет мешать? Шестерка жезлов. То есть вот это состояние, ощущение победителя, правоты во всем, да. То есть желательно все-таки прислушаться к другим людям, уважать чужое мнение, прислушаться к каким-то традициям, советам других людей и так далее. Да, если же мы будем вот только стоять на своем, то можем испортить, во-первых, отношения, во-вторых, это вот карта у нас старшего аркана, то есть мы можем как-то негативно повлиять даже на свою судьбу. Для отношений выпадает у нас королева мечей. Карта говорит о том, что сегодня могут возникать разногласия по поводу каких-то обязательств, которые мы взяли на себя в отношениях, да. Может быть, мы не исполняем свои обещания, может быть, ситуация как-то складывается так, что как-то все
вот наши взаимоотношения, наши контакты могут быть такими очень острыми. Или, может быть, холодность какая-то появилась в отношениях. А у кого-то, может быть, вообще как бы назрел развод. Да? То есть вот здесь вот нужно быть очень осторожными в этот день. Если вы хотите сохранить отношения, нужно все-таки быть мягкими. Да? Вот эти карты нам как раз говорят, нужно выстроить приоритеты, что для нас важнее в будущем. Оставить как бы за собой последнее слово или все-таки остаться там с близким человеком, с семьей и так далее. То есть вот могут такие вопросы возникать. Для тех, кто в поиске партнера, валет бубновый тоже говорит о том, что вы можете отказаться от какого-то общения, которое могло бы быть вам полезно. Или, может быть, знаете, вы не допускаете, что кто-то вмешивается в вашу жизнь, а это, может быть, вам как раз сейчас было бы полезно, да, может быть. Кстати, вот по этой карте очень часто бывает, что неподходящий какой-то человек с вами знакомится, да, общение какое-то с неподходящим человеком, и, может быть, действительно тогда вот лучше от этого отказаться. Но если вы просто как-то категоричны очень сегодня, то вот это зря. Вот может быть вполне упустить какое-то важное знакомство для вас. Для тех, кто в паре, выпадает туз червовый. Карта говорит о том, что у вас, может быть, накопились какие-то претензии к своему партнеру, обиды, может быть, очень много эмоций сегодня, и вы можете вот рубить с плеча, да. Вот опять же карта говорит о том, что нужно быть осторожнее. То, что вы сегодня скажете, может иметь необратимые последствия. Если, допустим, чувствуете, что у вас такой вот настрой очень критичный, да, то, может быть, вообще лучше сегодня не разговаривать, не договариваться, да, может быть, даже вообще заняться какими-то своими делами и уйти вообще от разговоров для того, чтобы не было ссоры. Если же вы хотите прояснить отношения, поставить точку, может быть, в отношениях, да, вот если хотите развода, то тогда вот это замечательный день для того, чтобы это сделать. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что могут быть какие-то перемены в ваших отношениях, то есть, скорее всего, вы уже подумали хорошо, да, и приняли решение все-таки, что будете вместе. То есть это уже карта перемен в ваших отношениях, к лучшему причем. В работе выпадает повешенный. Карта говорит о том, что это либо удаленная работа, либо это, знаете, такой длительный какой-то проект, большая работа, и вы вот до сих пор в ней, да, находитесь, пока что еще вам трудно довести это до конца, вы в процессе. Либо это работа ночная, или это работа в одиночестве. Даже если вы, может быть, в офисе, да, может быть, все равно где-то у вас есть такое местечко, где вы можете все-таки быть один, да. Или вы берете на себя ответственность всю за какую-то работу, за какой-то проект. Также карта очень часто показывает работу с партнерами издалека, да, или удаленную работу, допустим, на компьютере. Очень часто вы можете вот по этой карте посещать какие-то закрытые учреждения, да. Может быть, ну, допустим, у вас поручение какое-то такое от руководства есть, да, когда вы идете значит, туда, где не всем вход разрешен, или работаете в архивах, допустим. А также карта говорит о том, что вы сегодня можете сосредотачиваться на чем-то очень важном, может быть, разбирать какие-то там бумаги старые и так далее. Для тех, кто в поиске работы, выпадает шестерка червовая. Карта говорит о том, что если вы давно уже ищете работу, то вот уже совсем скоро у вас появится новая возможность для трудоустройства. Совсем немного осталось подождать. А для тех, у кого есть уже работа, десятка трефовая, карта говорит о том, что, возможно, вам потребуется помощь руководства или помощь людей влиятельных, там, администрации, допустим, для того, чтобы решить какой-то важный вопрос. Или, может быть, знаете, здесь какой-то проект, сделка, за которой стоят большие деньги, да, и вот она как-то вот здесь зависает, да, сложно ее как-то решить, и вы будете обращаться, скорее всего, за помощью к людям влиятельным, для того, чтобы эта сделка все-таки была завершена, дело тронулось с места.
Для тех, у кого свое дело, десятка червовая. Карта говорит о том, что у вас сегодня будет день, в принципе, довольно-таки комфортный. И вы, кстати, тоже будете, скорее всего, пользоваться помощью близких людей, друзей, просто тех людей, которые к вам хорошо расположены, для того, чтобы либо завершить какое-то дело, да, либо вот сделку какую-то завершить, либо договориться с каким-то там клиентом, допустим, который вот с которым прям никак не можете договориться, вот он стоит на своем и все, да, вот можно как-то очень мягко, по-дружески, дипломатично вот с ним эти вопросы решить, либо привлечь к этому тех людей, которые вот могут оказать на него влияние, может быть, даже через его близких людей, через его друзей можно как-то повлиять на это. Для денег выпадает пятерка мечей. Карта говорит о том, что за деньги придется побороться. Да? Здесь деньги в основном приходят от обучения или от общения, от заключения каких-то важных там документов, получения каких-то контрактов. Да? То есть деньги приходят от общения и от бумажной работы. Также это может быть трудности, может быть, допустим, вам обещали оплату, да, и ее, допустим, уменьшили, да, или вообще как-то не хотят выполнять свои обещания по финансам, и вам приходится здесь как-то отвоевывать это, доказывать и так далее. Для тех, кто на зарплате, карта говорит о том, что, скорее всего, это от посреднической деятельности деньги, и вот вам, скорее всего, они нелегко достались. Либо, может быть, знаете, вы пытаетесь договориться об увеличении оплаты, и это сложно. Или, может быть, хотите, чтобы у вас еще какой-то новый источник дохода появился, да, и понимаете, что вам придется там в 2 раза больше сил тратить на то, чтобы заработать. Для тех, кто зарабатывает своим делом, девятка трефовая, девятка бубновая говорит о том, что вы будете действительно стараться завершить какой-то важный проект, сложный, да, важную сделку, и получить деньги будет довольно-таки сложно, но возможно. Может быть, знаете, будут какие-то отрицательные эмоции, да, по поводу того, что происходит. Может быть, кто-то из участников сделки, да, клиентов может как-то себя деструктивно вести или какие-то вот эмоции отрицательные показывать. Но в любом случае эта карта говорит о том, что вы закончите эти дела, и нужно постараться сделать так, чтобы все было как-то очень мудро, да, чтобы вы и закончили проект, и с человеком не поссорились, да, договорились, и деньги свои получили. То есть здесь придется быть очень мудрым. И окончание дня у нас выпадает карта «Звезда». Замечательная карта, которая говорит о том, что вы сегодня заложили свое будущее, да, основу своего будущего. Что-то очень важное такое, какой-то важный выбор сделали, который повлияет именно на то, как вы будете жить дальше. Причем это прям такой большой период. Это может касаться и отношений, это может касаться и работы. В общем, день действительно очень важный. Кроме того, вот эта карта говорит еще и о каких-то далеких планах, надеждах, может быть, у вас появятся вот благодаря сегодняшним событиям. Либо, может быть, какие-то возможности для вас открываются там издалека, за границей, допустим, да. В общем, какие-то очень важные для вас события в будущем открываются благодаря сегодняшнему дню. Друзья, желаю, чтобы именно так все и было. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.